Здравствуйте, Матвей Николаевич. Здравствуйте, Соня. В политике вы вышли из «Единой России», и вы сейчас совсем один, вы одиночка, вы свободный человек? Я больше никогда ни в одну партию не ногой. Но я не одиночка, я тогда сказал. Я буду сотрудничать даже с ядро, даже с любыми партиями, коммунисты, там, социалисты, там, ЛДПР, ради бога. Хоть кто, если они что-то путнее будут предлагать в виде там, законодательной инициативы, и я там увижу, что это для народа очень важно, я буду это поддерживать. Я с народом сказал, я не одиночка, я с народом. Сегодня, вчера и всегда я с народом. Нам нужны перемены. Народ В республике, свободно голосовать. да, в республике Саха-Якутия нужны перемены. Мощные перемены. Мы должны заниматься очень быстро и динамично. Семимильными шагами. А что такое перемены? Это ориентиры, сели другие. Это технологии высокие. Если мы сейчас 8 лет будем вот так сидеть и сказать, стабильность нам нужна, стабильность, Дальний Восток сейчас будет развиваться. Так будет развиваться, что мама не горюй. Дело не в торах, дело в проектах. Есть бизнес, большие бизнес-проекты, где сегодня будут вкладываться триллион рублей, там 1 600 миллиардов рублей. А где мы там? Тысячи можно объектов найти, где можно приложить эти триллионы рублей. Нету. Мы в болоте и говорим, нам нужна стабильность. Заявление председателя Центра избиркома России, например, это ведь разве это не есть федеральный административный ресурс? СИК делает свою работу. Он не давит ни на кого, он говорит, исполните закон. Больше ничего. Если сегодня у человека просят исполнить закон, его наши переворачивают и говорят, вот это давление. Вот ЦИК должен сегодня требовать, чтобы все прошло прозрачно и правильно. Пугать там, я тебе там зарплату тебе не дам, премии не выпишу там. Да вы работаете хорошо. Вы занимаетесь своим делом, да, вот, не идите агитировать там против Тумусова. Вы просто все накосите в конце концов, да, и займитесь своим делом. И все, народ вас полюбит. И не надо там потом использовать никаких давлений. Завтра за вас проголосуют там 90% жителей нашей республики. Не будьте предателями президента Российской Федерации, понимаете? Не будьте предателями. Вы его предали, и потом еще сегодня его именем, пользуясь, защищают свои бизнес-проекты. Частные свои вот эти дела. Это есть. И сегодня вот Аграрный фронт он поддерживает справедливую Россию, поддерживает одномандатника Тумусова. Да. Для нас это очень важно. Мы этот шанс не хотим упустить. Это шанс на самом деле. Да, вот, центру показать, что здесь окопались предатели их не предатели. Вот предатели сидят. Да. Это люди, которым не доверяет народ. И причем давно. В преддверии выборов. В преддверии выбора в Государственную Думу выборов, я поддерживаю Тумусова Федора Семеновича. Я поддерживаю его даже от того, что вот надо дать должное человеку, что его же ломали 2002 год, я это тоже помню хорошо. Его нагибали, там, он прошел тогда такое горнило, да, как говорится, не дай бог кому-либо. Да, и вот он не сломался тогда. Даже во время выборов, причем кто только с ним не договаривался, чтобы он там снялся. Да? Он не снялся, он же вышел на второй тур. Вот. И вот сегодня повторяется та же самая картина. Он сегодня в единственном числе стоит и продуваемый всеми ветрами административного ресурса. Это очень хорошее качество не только политика, вообще мужчина, человек. Вот, он вот так и будет идти, и мне это очень уважение вызывает. Нам нужно сегодня признать, что есть шанс. И этим шансом надо воспользоваться. Надо отдать свои голоса. Именно вот есть стойкий, можно вот его надо назвать просто стойкий оловянный солдат. Герой. Стойкий оловянный солдат Федор Тумусов. В республике Саха-Якутия нужны перемены. Мощные перемены.